COVID-19, как и грипп, может вызвать острые респираторные заболевания. Но какая между ними разница? COVID-19 опаснее. Вот почему. Летальность. По предварительным данным, от COVID-19 умирает от 1 до 3,4% инфицированных, в то время как от сезонного гриппа 0,1%. Это означает, что риск умереть от COVID-19 выше. Иммунитет. У многих людей уже сформирован иммунитет к различным штаммам сезонного гриппа. Но вирус, который вызывает COVID-19, для нас новый, и к нему иммунитета нет. Вакцина. Для профилактики и лечения сезонного гриппа существуют вакцины и лекарства. Для COVID-19 официально утвержденных лекарств пока нет, а вакцину только разрабатывают. Надо ждать год-полтора, говорят эксперты. Инкубационный период. Инкубационный период COVID-19 длиннее. Потенциально это дает инфицированному коронавирусом больше времени на распространение вируса до появления первых симптомов. Заразность. Коронавирус SARS-CoV-2 заразнее, чем обычный сезонный грипп. В среднем человек с новым коронавирусом может инфицировать от 2 до 2,5 человек. Это означает, что инфицированный может запустить цепочку распространения вируса, остановить которую будет очень трудно. Группы риска относительно возраста. По возрасту грипп наиболее опасен для маленьких детей и пожилых людей от 65 лет. Что касается COVID-19, дети не входят в группу риска, в отличие от старших людей от 50 лет. Но в ВОЗ призывают не считать COVID-19 только болезнью пожилых. По их данным, значительное количество людей до 50 лет нуждаются в госпитализации. У меня послание для молодежи. Вы не неуязвимы. Этот вирус может положить вас в больницу на несколько недель или даже убить. Даже если вы не заболели, выбор, который вы делаете относительно того, куда идти, может сыграть решающую роль между жизнью и смертью для кого-то другого. Госпитализация. Хотя у 80% людей болезнь протекает легко или вообще бессимптомно, 20% нуждаются в госпитализации. Из них 5% в реанимации. Это значительно больше по сравнению с сезонным гриппом, где в госпитализации нуждается около 2%. Если количество больных COVID-19 одновременно будет большим, больницы будут перегружены. Не будет хватать коек, аппаратов для подачи кислорода и искусственной вентиляции легких, врачей и медсестер. Количество смертей, которых можно было бы избежать, увеличится.